Когда мы впервые приехали в Соединенные Штаты, это был 93-й год, февраль, и вот немножко, можно сказать, привыкнув к этой стране, через 2-3 месяца я поняла, что главный документ там — это driver's license, то есть водительские права. И я решила получить эти водительские права, и для этого я записалась, я буквально открыла справочник и ткнула пальцем и в первую попавшуюся школу вождения. И приехала на следующий день, буквально на следующий день приехал чернокожий американец, его звали Кен. А я вообще понятия не имела, вообще, где педаль, газ, вообще таких понятий даже не было, потому что у нас не было ни машины, ничего. И он мне сразу говорит «go», то есть «поезжай». Я им говорю: понимаешь, я совсем ничего не знаю, я даже не знаю, где что, куда нажимать. Он говорит: просто «go». Мне это понравилось, просто go, и мы поехали. И даже в какой-то момент я стала понимать, что я вообще не веду машину, то есть он ведет машину, а я только вцепилась в руль. И через несколько минут он мне говорит: выезжай на вот эту улицу, а это Wisconsin-авеню, где такое движение, четырехполосная дорога. И я, конечно, испугалась, но он сказал: нет, нет, давай, давай. Я вот по этой улице ехала, но, конечно, как вы знаете, у американцев они очень культурно водят машину, то есть друг другу уступают. Это было очень приятно, и, конечно, никто не гудит, не бибикает, и поэтому это было приятно. И вот 6 часов я потратила на это вождение. И когда шестой раз, когда закончился, я спросила его: как ты думаешь, смогу я сдать на права? Он мне говорит: может, сдашь, а может, не сдашь. С этой мотивацией я пошла сдавать письменный экзамен. Я все сдала, благо знала английский язык, и потом нужно было проехаться по участку, показать, как ты водишь машину. Это тоже я смогла, но я видела, что инструктор что-то записывает, видимо, где-то я совершила ошибку. И потом он посмотрел и мне говорит: вот теперь парковка, все зависит от парковки. Я поняла, что от парковки все зависит действительно, потому что я сделала кое-какие ошибки. И тут совершенно я до сих пор не могу понять, как я сдала эту парковку, потому что я въехала с одного раза. И он очень посмотрел на меня с удивлением и сказал: Дан, все сделано, молодец, типа. И говорит: идите получите. Представляете, 93-й год, и документы тут же выдают, пластиковая карточка уже есть, я получила, была счастлива, хотя у меня машины не было, но я ходила с этим документом как американка. Мне нужно было паспорт искать, маленькую пластиковую карточку. Потом в Великобритании я тоже с этой пластиковой карточкой, той же американской, пока не истек срок. И там я работала тоже в приемной. И ребята, которые... Там было у нас всего при посольством 3 места. Это посол, советник и второй советник занимали эти места. И я заранее ездила туда, когда муж был в командировке, он мне отдавал машину. Естественно, мне не давали машину собственную, поэтому я приезжала, я говорила ребятам: подождите меня, пока я не въеду, чтобы вы не въезжали, потому что места было мало. Но там было левостороннее движение, и поэтому я еще училась вот водить, и, конечно, это создавало дополнительные трудности. И уже в Италии, в Испании я всегда водила машину, и в Бельгии даже. Водитель мне уже полагался позже, но он всегда говорил: ну, пожалуйста, давайте я вас отвезу. И когда я знала, что парковки нет или где-то будет очень трудно, накладно, и на официальных каких-то мероприятиях, и, конечно, он меня возил, но мне вождение доставляло большое удовольствие. Это была своего рода свобода, я с удовольствием ездила, и мне было просто приятно, что я самостоятельная, что я никого не нагружаю. И действительно, ездить по разным дорогам в разных странах — это было большое, знаете, вызов, большой вызов.